Информационные итоги дня подводит программа «Новости». В студии Зураб Центроев. Здравствуйте. Счастливый билет на священную землю. Открыт прием документов для желающих совершить хадж. Светлая полоса в жизни новоселов. 500 метров. Линию построить, 160 мощность, трансформатор. В новые дома села Майртук провели электричество. Воспитатель года. Конкурс «Воспитатель года» проходит ежегодно. В этом году в нем принимают участие 13 человек. Кто достоин высокого звания? Единственный день в году, когда шутит весь мир. Я хочу сказать в этой карикатуре, что есть у нас люди, которые днем и ночью вообще не выходят из интернета. Как в Чечне отметили День смеха. Северный Кавказ является надежным форпостом на южных рубежах Отечества. Такое заключение сделали в аналитическом центре Юлия Левады. По данным опроса, проведенного Центром исследования общественного мнения, свыше половины россиян из числа опрошенных назвали обстановку в Чечне спокойной и благополучной, а 22% сказали о тенденции к улучшению ситуации. Данные Левада-центра свидетельствуют о том, что более 55% россиян считают, что Рамзану Кадырову можно доверять. Между тем, более 20% респондентов заявили, что уважают Кадырова, а 14% опрошенных говорят, что испытывают симпатии к главе Чечни. Также 33% отметили, что его деятельность способствовала полному умиротворению и налаживанию мирной жизни в регионе. В опросе приняли участие 1600 человек из 46 регионов страны. Комментируя результаты исследования в своем Инстаграм, глава Чечни отметил: возрождению региона способствовала твердая позиция президента России Владимира Путина, а я, как пехотинец, только выполнял его поручения. Итоги опроса обязывают нас трудиться с еще большим усердием, ведь это прежде всего доверие россиян к федеральному центру и команде первого президента Чечни, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, которые в сложных условиях сделали все, чтобы превратить регион в стабильный субъект России. Конечно, это и ответ не желающим смириться с тем, что на Северном Кавказе окончательно сломали хребет терроризму, не допустили раскола России. Я убежден, что стоит призадуматься и тем, кто носился с лозунгами отсоединения Северного Кавказа от России. Кавказ был и остается опорой и щитом России. Я со всей ответственностью заверяю вас, если потребуется России, готов за нее жизнь свою отдать. Мы будем работать, чтобы оправдать доверие россиян, положительно оценивших наш труд, и чтобы нам поверили те, кто еще сомневается. Для нас не рейтинги сами по себе важны. Важно доверие, важна поддержка населения и народа. Я еще раз говорю, что в любой самой сложной и критической ситуации буду верным соратником национального лидера России Владимира Путина. Буду слугой народа. Россия – великая держава, великая страна. Мы в нее верим, и мы с вами сделаем все, чтобы это осознали и наши противники. В Духовном управлении мусульман Чечни начался прием документов от желающих совершить хадж. Правила оформления паломников в этом году претерпели изменения. Для совершения одного из 5 столпов ислама необходимо наличие загранпаспорта исключительно нового образца. Как пройти процедуру регистрации и сколько квот выделено для Чеченской Республики, узнавал Аслан Эльбукаев. Количество квот для посещения хаджа ограничено. В этом году священные земли смогут посетить около 3000 мусульман из Чечни. Хадижа Джабаева торопится одной из первых зарегистрироваться в Духовном управлении мусульман. Для совершения хаджа ей необходимо предоставить загранпаспорт со сроком в 10 лет и 2 фотографии на оформление визы. Здесь же необходимо внести и плату за проживание. Прием документов осуществляется на первом этаже муфтията. Каждый год в Духовном управлении мусульман республики работают над тем, чтобы создать для наших паломников максимально удобные условия по прибытию в Мекку. Здесь заверяют, что никакие санкции не ударят по верующим из Чечни. Они не почувствуют разницы в расходах по сравнению с прошлым годом. Паспорт, 10-летний паспорт, حبيت دوشلو، أتون شيء أبلاته حبيت دوشلو، паспорт إدو عرضر الله يشتغل دوشتاتي حاله خلش أو بقى أشياء قولتها ده الموضوع هوش رجستينيش توكسن أولي رجستينيش شوي ويبرسي شيء لوشون حاجة
هو نخشش وعسنا قول عجزتين شوش تاع ريجيون تاع متكايات سوي براسي. Руководство республики держит на контроле весь процесс подготовки и совершения хаджа паломниками из Чечни. Помощь регистрации документов при вылете, прием и распределение групп из нашей республики на священной земле. Однако не всегда паломники соблюдают необходимые требования хаджа. ده لا حاجة أبيت شو استجر أتو بنا مقشل تيجي دعسة وزنا أتو بنا خيل شيء حاجة أبيت شو دقيقة محتاج خيل بيز أقدوك ولا شيء صعد بنا شيء تاين ده لحست ولا ده القيرز عندي الواقع شو عندي الواقع مثلا حاجة أبيت شو استجر نا وخير تشدوق تعدي خرج حاجة أول ما جيتي أولي دي خر شينكي بردو صيح العدل دي يشتغلوا تعود شو خان تحون أتخاني العدل دي يشتغل شينكي برهوليس نكسر حون تخاني وش العدل دي يشتغل خرجة ودي خر وش وتجي جر برو تصدقش صون هو بقوا تيجي أخ حز أو بقوا يا صن دي خر العدل دي يشتغل نرجع سن خان تخ إذا لحا مثلا شو داش عدل دوش برت بين شو داش عدل دوش خرجة أتسنجر برو داقة صن إعداس نو دلا حسون تسنجر برو داقة. Хадж является одним из 5 обязательных столпов в исламе, который совершается строго в определенное время и только на территории Мекки. Паломничество к Дому Аллаха должен совершить каждый мусульманин хотя бы раз в жизни, если позволяет финансовые возможности и здоровье. حجل در إذا إسلام ديننا شين تبعنا شو بخين بوا ما تعبوهم بو إذا تيجا ميل العبادات قيمة دقداش عبادة شدو تسيقاح بايمر عليه الصلاة والسلام سؤالك حجل عمرت دين والشو سق دج زاما شو عايسي تغلش ومتصل يبش يبش سيش أستيبن شي حجل عمرت لردين سويا وشول استق شينانس دين مورقين وحتسوي لسوي رويزر بايمر عليه الصلاة والسلام حجل لحقها سندزل حق عداه كان دوق حديش دو ديل جرجشني قمير شدو سندير بوصلنا هنا شيء وقت أتو بولش والشنت أحدو برزدو شيء وقت أتو بولش والشن سيج وغر إتير داقر شيء وقت أتو بولشة تسويش عر إذا دعتي أتيشولش دات كزيج شافي مذبحة كزيج دعتي أتيشولش دو الله أما تيجم غور ورشة بوشة دوغين دعتي أتيشولش دات سأله. В канун приближающихся священных праздников муфти Чечни призвал всех верующих совершать благие деяния и быть терпимее друг к другу. وي مسوز وي إسوز دانيا وي إتوز دانيا وي بخيتوز دانيا حاجنس شامدر دزا دويز لات بوقتي عسول دزوتس داتس اجر حال دا لات بوقتي وادو عندولس دويز شين شو بيركت دولش شيتس بيركت دولش سمتي باكن بوش ناخن دال جشدش سمتي باكن تسارت اير بولشان جشدر دي هات سارنا جشدش هوندال شي بايمر عليه الصلاه والسلام دال حجل دين ولچuna جشتنا от حجل دين ولچو جشتر دي هنچuna جشتنا. Богословы говорят, что хадж – это великая милость Всевышнего. Она позволяет мусульманам поднять уровень своего религиозного и нравственного развития. Сотрудники комитета по хаджу готовы помочь каждому желающему попасть на священные земли, а также сопровождать верующих на всем пути следования в Мекку и обратно. Асан Аль-Букаев, Мурад Аль-Букаев, Новости. В мэрии обсудили вопросы подготовки Грозного к майским праздникам. Ислам Кадыров дал поручение проверить состояние проспектов и улиц столицы, чтобы уже с завтрашнего дня в случае необходимости начать ремонтные работы. Одновременно с этим будет идти работа по озеленению города. Ислам Кадыров рассказал, что апрель объявлен месяцем субботников. Затем столичный мэр проинспектировал работы по выравниванию гравийных дорог, благоустройству территории, а также установке и замене бордюров. Он призвал работников не сбавлять темпы. Полностью гривен почти положение. Полностью гривен не жди. Почти все мало, да и бьюси дольше. Планировки, работа, ключ, такой это вот час доктор.
Светлая полоса началась в жизни жителей улицы имени Зелимхана Кадырова в селе Майртуб. Дополнительный трансформатор принес свет в каждый дом. До сих пор из-за нехватки электричества жильцы новой улицы и 2 переулков не имели возможности пользоваться электроприборами в вечернее время, рассказывает Елизавета Чепханова. Сразу после окончания занятий в школе сестры Сейдулаевы садятся делать уроки. Прилежные ученицы спешат с домашним заданием не только из любви к учебе. Как рассказывает их тетя Эльза, многолетняя привычка девочек возникла из-за плохого освещения. Живет семья Сейдулаевых на одной из новых улиц, где только на днях решили проблему с подачей электричества. Электричество слабый халаритера, техника, телевизор хума слабый халар, так по хозяйству ну стирка хума холкая, динах чакдак деш холк, хагулк бюсана туак слабый халаритер. Появление электриков на улице имени Зелимхана Кадырова стало событием долгожданным. Меньше месяца работникам понадобилось на то, чтобы установить трансформатор и протянуть линию электропередач. 22 столба уже готовы к эксплуатации. Сейчас электрики проверяют работу ламп, которые будут освещать улицы в темное время суток. Цвет напряжения улучшится, и за счет этого разгрузки трансформатора, разгрузится один ценасл, силы света, Две ветки электропередач обеспечат светом улицу протяженностью более километра и 2 новых переулка. Специалисты говорят, напряжения в проводах достаточно и для новых подключений. По такому случаю жители села Майртуб провели религиозный обряд и прочитали дуа. توكي علينا دير سخل هالبوال بينشون أصدق بركة البوخ دونا أيماني كديرو دونا استيبلر إس أتو بوش دونا ناهن دونا دق غلقش ديش حدوش يول سيميا كويرت يولشو أيمانيغا وزن ديلا دا تح بيرتكي يشين سن دونا مصو يرتشكاح تخن خلال ساعش دونا هرتيب دونا شو دالي ديخر دولش دونا داخل ويلشونا. Теперь переживать за детей родителям не придется. После занятий в кружках ребята будут возвращаться уже по хорошо освещенным улицам. С введением в эксплуатацию новой линии электропередач начнутся и новые строительства. С каждым днем здесь растет количество семей, желающих возвести свой дом. Елизавета Чепханова, Хава Жумунаев, Зелимхан Закаев. Новости. В МЧС говорили о профилактике и ликвидации пожаров в лесной местности. В ходе пресс-конференции представители Минприроды и Министерства по чрезвычайным ситуациям отвечали на вопросы журналистов. По официальным данным, количество пожаров в этом году в Чечне значительно снизилось. Связано это с проводимыми профилактическими мероприятиями. Однако остаются населенные пункты, подверженные угрозе распространения лесных пожаров в летнее время. Это села Шалажи, Мартанчу, Рошничу, Янди, а также высокогорный Буни. Лесные пожары в Забайкальском крае, в Центральной России уже идут пожары. В силу того, что у нас сами леса влажные, за последние порядка 5 лет у нас лесных пожаров не было. Подготовительную работу ведем, профилактическую работу ведем. На сегодняшний день у нас там остаются 8 населенных пунктов, которые считаются, которые есть непосредственная угроза перехода пожара, возникшего в лесу, на населенный пункт. Входом в лес, въездом в лес, значит, сразу устанавливаются какие-то шлагбаумы, какие-то въезды в лес перекатываются и так далее. Смерть по неосторожности, недисциплинированность пешеходов порой приводит к трагическим последствиям. С начала этого года на территории республики зарегистрировано 17 ДТП, произошедших по вине пешеходов. В результате погибло 12 человек. Поэтому на самых оживленных улицах Грозного полицейские провели масштабную акцию «Внимание, пешеход». За это наказание 1000 рублей штраф. Аслан Хатуев не понаслышке знаком с разными ситуациями на дороге. 7 лет и в холод, и в жару офицер несет свою вахту. Внимание и взаимоуважение должны проявлять все участники дорожного движения, считает лейтенант. Полицейские раздают буклеты водителям. Они рассказывают пешеходам, как важно соблюдать элементарные правила поведения на проезжей части и вблизи нее. Я видела видео, как тут недавно девушку задавила
Меня это очень тронуло. И призываю всех соблюдать правила дорожного движения, быть осторожными. Эти акции очень полезны. Из-за беспечности пешеходов с начала года произошло 17 ДТП. В них погибло 12 человек. Полицейские призывают людей с большим вниманием относиться к своей безопасности. Хотя мы административной ответственности их привлекаем в исключительных случаях, просто вот объяснение инспектора тоже не понимают. Вот с этими проблемами сталкиваемся мы на территории нашей республики. Раньше подобные мероприятия проводили ежеквартально, но возросшее число ДТП с участием пешеходов озаботило полицейских. Теперь акцию «Внимание, пешеход» сотрудники ГИБДД будут проводить 2 раза в месяц. Жибек Садуакас, Халид Мавсаев, Абубакар Абазов. Новости. В России стартовал весенний призыв в армию, а на Алтае ученые создали уникальный препарат, способный долгие годы сохранять молодость человека. Подробнее об этом Зара Дамирова в рубрике «Часовой». Россия будет ориентирована на максимально эффективное использование потенциала БРИКС для укрепления безопасности в мире. Это подчеркнул президент России Владимир Путин, обращение которого в связи с началом председательства России в этой организации опубликовано на сайте российского председательства БРИКС. Российский лидер отметил, что саммит будет проходить в июле на фоне празднования 70-летия победы в Великой Отечественной войне и 70-летия завершения Второй мировой войны. Глава государства обратил внимание, что на 5 государств объединения приходится почти половина человечества и около 30% мирового ВВП. Совет Федерации одобрил поправки, направленные на совершенствование Института уполномоченного по правам человека в России и установление порядка избрания омбудсменов в российских регионах. Уполномоченный по правам человека имеет право оказывать региональным коллегам организационную, правовую, информационную и иную помощь в пределах своей компетенции. В целях повышения эффективности правозащитной работы предусматривается создание в качестве консультативного и совещательного органа Совета уполномоченных по правам человека. В России стартовал весенний призыв в армию. С 1 апреля по 15 июля вооруженные силы Минобороны предстоит направить более 150 тысяч граждан в возрасте от 18 до 27 лет. Большинство призывников будут служить недалеко от места жительства, либо в соседних регионах. Однако Генштаб распределит новобранцев и в отдаленные части, поскольку не все регионы могут обеспечить достаточное для формирования воинских соединений число призывников. На этот раз, впервые после присоединения к Российской Федерации Крыма и Севастополя, жители региона также пополнят ряды вооруженных сил. Будет призвано около 500 человек. Алтайские ученые создали уникальный препарат, который способен блокировать необратимые возрастные процессы в организме и долгие годы сохранять молодость человека. Революционное открытие проходит доклинические испытания, и уже в ближайшее время россияне смогут приобрести эликсир молодости в аптеках страны, пишет издание «Новости регионов России». Действие препарата заключается в запуске определенного механизма, который будет на постоянной основе стимулировать образование собственных стволовых клеток в организме, способных обновлять все его ткани, подвергшиеся возрастным изменениям. В настоящее время эликсир молодости тестируется на червях. Уже получены первые успешные результаты медицинского исследования, доказавшие, что уникальное лекарство от старости работает. В конце этого месяца станет известно имя победительницы в конкурсе «Воспитатель года». Ну а пока участницы проходят соревновательную программу. Они уже одолели отборочный тур на муниципальном уровне. Оспаривать звание самого лучшего будут 13 человек. Разанат Самаева узнала имена конкурсантов. Физическому воспитанию своих маленьких подопечных Жарадат Какаева уделяет особое внимание. К конкурсу «Воспитатель года» она тщательно подготовилась. Жарадат презентует тематическую выставку, каждый экспонат которой направлен на поддержание здорового образа жизни малышей. Работе с ними воспитатель посвятила 7 лет. Здоровый образ жизни, хармаяр, интересна, хармандар, цакю, гиньелхум. Хора для мелкой моторики руки, вот разные, хопризинг, шсани, бершан, фигуруш. Его хора тоже придумательную. Таких, как Жарадат, в этом зале сегодня собралось немало. Все они успешно прошли отборочный тур в своих муниципалитетах. В числе компетентного жюри Заира Бачакова, победительница прошлогоднего состязания. Всем педагогам девушка желает уверенности в своих силах. Участницам хотелось бы пожелать то, чтобы они никак не сковывались перед строгим и компетентным жюри, а именно выполняли ту работу, которую они каждодневно делают с малышами. То есть творили то чудо, которое они делают в своей работе.
Поддержать своих наставников приехали и их маленькие подопечные. Для любимых воспитателей малыши подготовили большую праздничную программу. Этот конкурс рассчитан для распространения передового педагогического опыта работников дошкольного образования. Здесь проходит общение педагогов, не только воспитателей, но и логопедов, психологов, дефектологов. Конкурс «Воспитатель года» проходит ежегодно. В этом году в нем принимают участие 13 человек. По результатам 4 туров определятся финалисты. Их имена станут известны уже в конце месяца. Розана Цамаева, Таймир Хаджиев и Дани Хавхаров. Новости. Цирроз печени еще не приговор. В ближайшие дни Хизиру Абдурашидову предстоит серьезная операция. В Центре трансплантологии имени Шумакова ему должны провести пересадку печени. Дорогостоящее хирургическое вмешательство было отложено в долгий ящик из-за нехватки средств. Однако после визита сотрудников фонда имени Кадырова у Хизира появился шанс на выздоровление. Его диагноз можно определить даже по внешнему виду. Бледно-желтый оттенок кожи Хизира Абдурашидова говорит о тяжелой болезни – циррозе печени. С этим недугом мужчина борется всю свою жизнь. Проблемы со здоровьем у Хизира Абдурашидова начались в раннем детстве. Переболев желтухой в возрасте 6 лет, спустя 3 года у него обнаружили гепатит Б. С тех пор вся его жизнь проходит под капельницами. Позже в поисках исцеления Абдурашидовы выехали за границу. Врачи одной из лучших клиник Германии были едины во мнении о необходимости пересадки печени. Средств у многодетной семьи на дорогостоящую операцию не было. Тогда на помощь пришел региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. Обратиться обращение рассмотреть на фонде Рамзан сдайтин ахчудун он дал мальчик Уже завтра Абдурашидовы должны выехать в Москву. В Центре трансплантологии имени Шумакова Хизиру должны провести тяжелую операцию по пересадке печени. Зурасалама, Халид Мусаев, Вах Кантаев. Новости. Программа «Новости» продолжает специальную рубрику «70 лет Великой Победы». Всех вспомним поименно. На этот раз наша съемочная группа отправилась в гости к Умару Хизирову. Ветеран Великой Отечественной войны, один из миллионов солдат, благодаря которому Советский Союз одержал долгожданную победу. О боевых заслугах Умара Хизирова красноречиво говорят эти награды. В каких годах и за что именно они были получены, сам он уже не помнит. К своему столетию ветеран стал испытывать проблемы с памятью и слухом. Его фронтовые истории здесь передают из поколения в поколение. На передовой Умар Хизиров был вторым пулеметчиком в составе 217-го стрелкового полка. Дошел до Германии, а после ее капитуляции еще год воевал с разрозненными группами фашистов. Вернувшись на родину лишь в 1946 году, узнал о том, что здесь случилось. Сегодня боевые раны и годы дают о себе знать, однако сам ветеран ни на что не жалуется. По его словам, он лишь хочет, чтобы его дети и внуки были счастливы. За это в свое время он сражался, не жалея жизни. Лиза Хатуева, Адам Чекуев, Дауд Куруев. Новости. Первого апреля почти каждый житель планеты стал объектом розыгрыша близких и друзей. В первый день апреля традиционно отмечают День смеха. В этот весенний праздник дебютировал начинающий карикатурист Апти Исламгириев. 58 работ он впервые представил широкой публике. Творчество Исламгириева оценил и наш корреспондент. Я хочу сказать в этой карикатуре, что есть у нас люди, которые днем и ночью вообще не выходят из интернета. То есть им мозги не нужны, им нужен модем.
Это лишь малая часть картин начинающего карикатуриста. Пороки современного общества – его главные герои. Сегодня они украшают стены галереи имени Ахмата Хаджикадырова. Здесь Аптей Исламгириев впервые решился выставить свое творчество на суд широкой аудитории. Профессиональный художник карикатурилыч, отрасли, мелоца, тягелш, интереселш, на выставке представлено 58 карикатур. Взглянуть на себя со стороны, посмеяться над своими недостатками и образумиться в конечном итоге решится далеко не каждый. В каждой из работ автор передает современные реалии, которые не соответствуют чеченскому менталитету и нормам общества. Познакомиться с выставкой пришли и знаменитые художники. Техника, исполнение, композиционное решение, все хагайтин долгома, все угол кварт мехла, все письмо все почерк. На подготовку к выставке у Аптея Исламгириева ушло немало времени и сил. Однако доказать руководству музея, что картины будут иметь у зрителя успех, оказалось несложно. Аптей Исламгириев обратился ко мне еще в прошлом году с намерением в стенах Государственной галереи имени Ахмата Кадырова открыть персональную выставку по карикатуре. Его первые работы, когда он обратился, тоже несли в себе определенную мощную энергетику, которая отображала вообще наши реалии. Развивать свой талант карикатурист начал еще в юном возрасте. Его картины неоднократно занимали первые места на конкурсах и появлялись на страницах известных чеченских журналов. Но все же своим основным призванием он считает актерскую деятельность. Аптей является ведущим актером Русского драматического театра. Свою актерскую деятельность он начал еще в 2006 году. Раньше я рисовал и пейзажи, и людей, но это мне больше меня потянуло сюда, то есть на карикатуры. И здесь я на карикатуре и остановился. Чтобы совмещать, это одно другому мне не мешает. Я занимаюсь своей актерской деятельностью, как занимался, так и занимаюсь. А так, свободное время или когда потянется рука, скажем так, вот в таких случаях я просто рисую. Свои первые портреты на полотне Аптей стал писать по просьбе друзей, но вот организовать собственную выставку долго не решался. Были моменты, когда он подходил со своими работами ко мне, спрашивал меня, просил дать оценку. Я сразу поняла, что он не только в качестве актера может о себе заявить, но и в качестве художника. Он вначале рисовал какие-то для нас карикатуры, то есть у нас даже на аудиториях были его карикатуры, то есть он рисовал нашу группу, якобы нашу группу. И даже были столько сходства именно вот по характеру каждого героя, он их подписывал. Я ему говорил, чтобы он делал какие-то выставки, чтобы даже элементарно в университете, небольшие, малые, хотя бы даже в театре на месте можно было делать. Но я не ожидал, что на таком уровне очень хорошая выставка получится. Сегодняшняя выставка не станет последней. Пороков у общества немало, а значит и идей для будущих картин предостаточно. Луиза Хатуева, Муса Астемиров. Новости. Готов к труду и обороне. Под таким девизом прошло совещание в Министерстве по физической культуре и спорту. Здесь обсудили планы внедрения всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в общеобразовательных учреждениях республики. Также на встрече рассматривались вопросы определения тестовых площадок для ежегодного проведения нормативов комплекса ГТО. Напомню, по федеральной программе разработаны 3 этапа добровольного прохождения спортивного комплекса. Результаты ГТО будут учитываться и при поступлении в вузы. И на этом все. Спасибо, что были с нами. Адекюэлшу.